Син әллә влоглар чекмейсіңбі? Заем несколько точек, целый квест. здесь. Я чуть-чуть не успел. Сколько зарабатывает татарский певец? Сенсационное разоблачение. Ассаляму алейкум. Привет, друзья! Я вам обещал то, что я буду выпускать ролики о том, как в течение месяца мы открываем 2 магазина. 3 ролика я выпустил, и после чего была небольшая пауза, но продолжаю. Потому просто, ребят, времени не было. Сегодня я буду отвечать на ваши вопросы, которые вы пишете мне в Instagram, в Stories. Сегодня мы заедем несколько точек, я вам покажу магазины. Ну и думаю, еще пару мест я вам еще тоже покажу. Сейчас мы заходим в Парк-хаус, зайдем в магазин к себе. Вот наш магазинчик. здесь. Кстати, вот вчера только приехал с Уфы, Уфа, Челны. Мы снимали видеоприглашение Гузалем. И в Уфе я познакомился вообще с очень положительным хазратом. Альфред Хазрат, это имам Ихлас Мящет, и он мне тоже начал помогать вообще в этом проекте. Это, кстати, наш клиент, который приезжает и оптом закупает всю нашу продукцию. Если Альфред Хазрат будет смотреть это видео, Альфред Хазрат, ассаляму алейкум, всем привет. Я чуть-чуть не успел на намаз с джамагатом. Вот, захожу один. Это мой друг Айваз Садыров, любимый ведущий Тимир Шарипович. Син әллә влоглар чекмейсіңбі? Вообще очень приятно, когда заходишь в мечеть, встречают рукопожатия, желают мира. Мы вообще не предполагали, что наш магазин выльется в такую сеть. Мы вообще его начинали дома и только хотели, чтобы наш магазин был как интернет-магазин. И мы поняли, что мы с таким потоком заказов не справляемся и решили открыть магазин на Спартаковской, это торговый центр «Караван». И вообще он в таком месте находился, чтобы найти нас, это клиент просто проходил целый квест. И мы решили открыть свои магазины в торговых центрах, чтобы мы стали еще ближе для наших клиентов. Ну и, конечно же, в торговый центр просто так ты не попадешь. Надо подготовить шикарную презентацию. И вообще огромное спасибо вообще руководству и ребятам, которые занимались нами. Они поверили в наш проект, поняли то, что мусульманские платки, они будут актуальны, и то, что они привлекут в торговый центр дополнительный трафик. 29 февраля мы открываемся в торговом центре «Планеты». Это в Уфе самый крутой торговый центр. И в торговом квартале 1 марта это город Набережные Челны. Помимо бизнес-проектов, у нас еще и творческая деятельность. Это в первую очередь, конечно, 28 числа будет проходить грандиозный концерт. Мы к нему готовимся. Кстати, что касается костюмов, наших образов, это проблема для меня, потому что для Гузалем, для моей супруги, сшивают очень быстро, а для мужчины это всегда проблема. Мы сейчас идем на примерку. Самый первый, самый актуальный вопрос, я думаю, очень много вопросов пришло, почему я решил стать певцом, а не кем-то там другим, предположим. Хочу рассказать историю, это был 86-й год, Новый год, город Азнакаево, и к нам по обмену опытом приехали кубинцы. Почему я знаю, что это по обмену опыта? Потому что моя мама работала в доме культуры, и эти кубинцы постоянно приходили туда. Мне около 6 лет. Моя первая задача была выйти, на сцену, мальчиша. Был американский президент, он шел с таким, якобы с огромной бомбой. Я должен был выйти с бочки, ударить по этой бомбе. Бомба должна была сломаться, в общем. Вот самая первая роль была такая. Я ее исполнил так шикарно, что весь зал просто взорвался аплодисментами, и после чего я влюбился в аплодисменты и решил, что я буду артистом.
Еще один вопрос. Назовите самых крутых, 3 крутых татарских певцов. Ну, самый, наверное, самый крутой это Салават Закиш. Ну, Салават Закиш, потому что это легенда. А Гузаль Уразова, потому что каждый концерт у нее это какое-то шоу, постоянно какая-то новая идея. Ну, Элвин Грей это тот, который просто перевернул татарскую эстраду. Ну, молодец. Еще один вопрос. Сколько стоит мой последний клип «Сильный хап»? Да, вообще по цифрам не хочу озвучивать. Но хочу сказать, это был мой самый дорогостоящий клип. Мы не пожалели денег, потому что была хорошая идея. Здесь Айнур Давлетов работал над этим проектом. Человек, который занимался эффектами на фильмы «Тайна печати дракона» с участием Шварценеггера, Джеки Чана. Вот эти ребята нам этот клип создавали. И спасибо за ваши просмотры. Мы видим результат в YouTube. То, что уже за короткий промежуток времени хорошее количество просмотров он набрал. И подхватили этот клип еще многие телекомпании. Сейчас, по-моему, в 3-4 хит-парадах этот клип уже участвует. Не знаю, на каком месте, надо зайти посмотреть. Ну что ж, друзья, мы приехали в студию Ляйсан Хазиевой. Мы готовим костюм на выступление 28 февраля. Посмотрим, что она приготовила. Я был на примерке, но формы чуть-чуть я поменял. Располнел. Ничего страшного. Ляйсан, привет. Привет. Это наш стилист. Что у нас готово, не готово? Сейчас будем мерить сразу. Раздевайся. Раздевайся. Это мы уже снимать не будем. Еще один очень популярный вопрос. Сколько зарабатывает татарский певец? Ну, вообще, конечно, сложилось такое впечатление, то, что артист, он много зарабатывает, и даже приходилось слышать такое, то, что Бубит Джарче, это же артист, он акчасы куп, у него денег очень много. Ребята, это не так. Артист все деньги, иногда бывает то, что у артиста нет ни копейки, потому что все деньги он вкладывает в свое творчество. Это не только песни, это клипы, это ротация. Чем круче ты клипы снимаешь, тем интереснее ты песни записываешь, и чем больше ты их ротируешь, тем ты популярнее. Популярность стоит денег, ребят. Еще один вопрос. Что вы думаете о ролике Навального о Миниханове? Ребят, ну, смотрел я этот ролик, но хочется сказать то, что Навальный уже не тот, потому что у него первые серии были гораздо интереснее, потому что там какие-то сенсационные, как будто бы разоблачения. Но здесь никаких разоблачений я не увидел. Ну, Миниханов летает на самолете, на хорошем самолете. Наверное, он еще летает и на вертолете. Какое-то вот такое сенсационное разоблачение, ну, по-моему, это вообще не разоблачение. Надо в первую очередь, наверное, скорее всего, спросить у жителей. То есть, например, вот я от себя говорю, то, что в тех регионах о Татарстане говорят хорошо. Здесь у татарстанцев, если спросить, татарстанцы тоже скажут, что здесь все хорошо. Что касается, например, сельского хозяйства, ну возьмите сельское хозяйство. Я чего говорю? Потому что я как простой человек, я езжу по простым дорогам, на простом автомобиле, я вижу, что происходит. Вот. У нас нет ни одного квадратного метра, там, ну, не засеянного, так скажем, да. А там где-то в другие регионы выйдешь, но там как будто бы и хозяина нет. Президент наш должен ездить на хорошем автомобиле, должен летать на хорошем самолете, чтобы куда бы он ни прилетел, сказали: президент Татарстана, наш президент. Ближайшие творческие планы. Мы записали новую песню, и уже 11, 12, 13 марта мы снимаем новый клип. Вам я даже идею скажу, идея клипа. Идея у нас в стиле Джуманджи. Я думаю, этот клип вам тоже понравится. Ребят, надеюсь, этот выпуск вам понравился. Я постарался ответить на все ваши вопросы. Я был максимально искренен. Ну, собственно, все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, ставьте лайки. И до новых встреч. Пока.